Дорогие друзья, вот посмотрите, в руках у меня замечательная сумочка. А вот здесь, вот в этой книжечке, все расписано пошагово, как выполнить вот такое вот замечательное изделие в национальном стиле. Автор этого методического пособия, народный мастер художественных промыслов Лена Яковлева. Сегодня мы у нее в гостях, и сегодня будем выполнять одну интересную работу. Лена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите вот про эту свою интересную книжицу, где ее можно приобрести? Ну, сейчас она уже не продается. Уже, То есть это уже практически раритетное издание? да, раритетное издание. Ну, вышла она в 2018 году. Вот здесь пошагово все, инструкция, как шить хаппар, все там. А что такое хаппар? Вот переведите, потому что нас смотрят не только якутяне, но и Это жители маленькая других сумочка, регионов. которую вот носили раньше наши предки, и там вот хранили разные вот мелочи, разные нужные вещи, которые вот. Раньше есть же это вот наперсточек, да, наверное, ниточки, да? раньше вот на одежде не было же карманов. Они вот под Вот, пояс. посмотрите, здесь на вот такой кнопочке, вот так закрывается, и вот очень красиво украшена вот эта вот маленькая сумочка. Но сейчас, сегодня, в общем-то, сумочка возрождена практически, да? То есть можно сегодня также, может быть, в театр прогуляться с такой сумочкой, да? Вот сюда вот войдет спокойно карточки какие-то наши, да? Но раньше были они мобильные вряд ли. маленькие были, а сейчас вот Помада, да, карандаш, сейчас может быть, можно, какой-то. Сейчас немного побольше вот сделала, чтобы там То есть разных размеров, в принципе, можно да. выполнить. Такую сумочку хаппар называется. Ну, а сегодня, дорогие друзья, мода, как говорится, не стоит на месте. Народные мастера внедряют все новые и новые изделия, основываясь на наших национальных мотивах. Сегодня мы покажем замечательную вещь, что это такое, как ее изготовить. Так, мы сегодня будем делать вот такую брошку в национальном стиле. Ух ты. В национальном стиле вот я вот использую металлические бляшки. Они используются только вот у наших, у якутов. Ну, оберегающее значение имеет. То есть это не только чисто такая декоративная функция вот у этого изделия, но и еще оберег. Очень Оберег, сильный, да. кстати, да, потому что, ну, если вот по верованиям, то есть это оберегает от кого? Ну, от злых духов, от болезней, вот, от нечисти, От глаза от какого-то, глаза, да? да. Да. То есть если, допустим, у многих народов вообще принято булавочку прикалывать, да, к одежде, то здесь вот эта вот брошь, она как раз-таки будет и таким вот мощным оберегом от всего такого негативного и плохого. Ну что, начнем? Начнем. С чего мы начинаем, как Так, правило? мы для самого этого мы берем шаблон, мы делаем шаблон из картона, вырезаем, ну, здесь мы на картон берем любой, здесь мы рисуем разные вот, беру вот круглые вот. Ну, то есть, что есть под Да, рукой, под рукой, да, какие-то что емкости, есть. можно маленький Рисуем, стаканчик какой-то. вот на картоне вот шаблон делаем, вырезаем. Вот этот шаблон мы наносим на, вот у меня вот сукно, черный цвет. В общем, это важно, чтобы ткань была такая плотная, да? Ну, можно более тонкую взять, ну, я выбрала вот такой материал, сукно. Обязательно, чтобы это была ворсистая какая-то ткань, да? Или же можно там гладкую, там типа шелка или что-то Нет, там? нет, шелк не подойдет, более слишком вот тонкий. шерстяной ткань. Ну, то есть что-то было такое да. ворсистое, за что можно было как бы зацепиться, чтобы не скользило. Да. Здесь вот мылом или вот белым карандашом вот рисую. Так, провожу. И здесь вот, когда вот надо вырезать ножницами, да, здесь я вот немножко вот отступаю, чтобы там был, сделать шов. Вырезаю хорошенько.
То есть мы по линии. основной круг нашей Там броши ага. будущей, и сверху обязательно берем припуск, да? Припуск, ага, припуск примерно где-то, Примерно 5 миллиметров. да, полсантиметра. Ну, в принципе, это легко, ну, пока легко. А материалы какие используются для создания брошей в национальном стиле? Это вы сказали металлические бляшки, вот здесь вот я смотрю бисер, да? Бисер, рондели вот такие вот продаются, или стеклянные, граненые, искусственные, такие вот бисер использую. Ну, даже Да. бусины. Это такой Бусины. бисер, это бисер называется, да? Бусины. Обычно бисер же он такой помельче как-то. И бисер, чешский бисер раньше вот использовала. Они очень хорошие, вот, качество хорошее у них. Так, сейчас, Ну, раньше наши предки пользовались китайским бисером. да, китайским бисером. Сейчас Потому я что должна... самые ближайшие наши Так, поставщики были вот рядом в Китае. шью, вот, как назвать? Значит, нитка должна быть в тон нашего, как бы, то есть В тон ткани, да, да. в тон ткани. То есть в данном случае это черный. Значит, мы взяли сукно, да, И вот оно не очень толстенькое. с краев принципе, вот так такое. шьем. Потом Шов такой обычный, да? шов, ага, вперед иголку называется. Ну, расстояние шва 3-4 миллиметра должно быть, чтобы... Потом мы вот это вот шьем, потом в конце мы их вот стягиваем. И вовнутрь вот картон, Картон закладываем. да, закладываем и стягиваем. И стягиваем. Вот этот шов, вы для чего вот его сейчас обшиваете? Чтобы он не распускался или как? Или... Ну, чтобы его подтянуть. Да, подтянуть, да, чтобы форма была круглая. Ну вот смотрите, оказывается, ткань, я так полагаю, что она должна быть такой вот не сыпающейся края, да, у Да, этой не ткани? сыпающиеся края должны быть. Так, ну вот сделала, вот растянула. То есть вот у нас примерно получилась вот такая вот вещь изнутри. То есть мы прошили и с края стянули. Потом вот, чтобы вот хорошо был вот эта вот часть, хорошо была видна, мы вот в разные стороны вот так шьем ниткой. Крест-накрест, Накрест, получается, да, да? в разные стороны вот так, чтобы здесь вот все хорошо было. Так, потом мы берем... Следующий этап у нас какой? Следующий этап мы берем, у нас есть вот металлические бляшки, вот такие, разных размеров. Размеры у нас 2 миллиметра, 3 миллиметра. А брошь, скажите, вот именно вот круглая, да, может быть, она другой формы может быть еще? Да, может быть. Конечно, да, наверное, да. Да. Но круг это вот символ у нас Солнца, да? Да, якутские орнаменты. Давайте немножко поговорим про якутские орнаменты. В основном какие они, с чем они связаны? Это геометрия или это растительные узоры или что это? Ну, орнаменты связаны с природой, наверное, да? Цвет тоже, вот, цвета вот более яркие не надо делать, более вот приглушенные надо взять. Цвета, они, ну... Цвета природы, наверное, да? Да, цвета природы. Так, посередине вот я взяла вот с ножками. Они удобные, мне кажется. Их вот накалываем посередине. Начинаем накалывать с середины. А как, можете показать внутри, как они выглядят, вот эти вот бляшечки? И где их можно приобрести? То есть их в любом магазине, да? Да, они продаются. Или, может быть, в интернете где-то можно заказать? Нет, в интернете нет, наверное. Это только в Якутии. Якутская, наверное, такие вот с то ножками. есть производство это наши, да, чисто? Да, наши чистые, наши якутские. На ножке. На То есть ножках. типа как вот маленький гвоздичек, да, Да. типа такой вот, и нужно как бы наколоть. Да. Да? Вот находим, вот рисуем линейкой и мылом вот
Находим центр. Ага, центр находим. И вот в центре мы вот так что делаем? Накалываем, прикалываем. И здесь выходит с изнаночной стороны вот такие вот гвоздики выходят. Мы их с помощью карандаша или ручки вот так выворачиваем, да? Придавливаем. Придавливаем, Чтобы вот да. это вот наш гвоздичек держался крепко. Да, вот. У нас получился вот так. Это вот серединка. Так. Так, потом по кругу идем. То есть вот с такой, в принципе, созданием такой броши может справиться абсолютно вот любой начинающий, ну, какой-то, допустим, тот, кто хочет украсить свой туалет, скажем так, да, Да. такой интересной брошью, ну, в этническом таком стиле. В данном случае у нас якутские мотивы. Здесь, ну, такой вот. Ну, вот так накалываем, прикалываем, и у нас вот получается вот круг вот такой. Потом мы пришиваем уже бисер. Первый ряд, второй, третий, четвертый. Ну, бисер подбираем разного размера. То есть здесь принцип какой? Должен быть вначале мелкий какой-то, да, по размеру, или же может наоборот? Нет, сначала вот мелкий подбираем, потом постепенно уже. Давайте вот до конца сделаем вот эту вот штучку. Так. А вообще вы носите броши? Ну, в такой повседневной жизни? В повседневной жизни нет. А так на мероприятии ношу, конечно. Ну, конечно же, брошь, она обязательно, как сказать, она должна сочетаться с вообще в целом С нашим с одеждой, общим, да, туалетом, скажем так, да. Но в то же время брошь, она либо может дополнить, либо может сыграть какую-то ключевую роль, да, в нашем наряде. То есть, если, допустим, это этнический стиль, ну, наверное, стиль бохо, да, наверное, так в одежде. Или же это чисто вот такой национальный стиль. Сегодня, кстати, у нас очень популярно красивые наряды выгуливать, скажем так, да, на наших различных мероприятиях, будь то, ну, какой-то праздник, какое-то семейное торжество, да, и, конечно, национальный костюм, если мы надеваем, соответственно, брошь, конечно же, ну, желательно, чтобы она была в каком-то тоже национальном, этническом нашем стиле. А почему природные краски? Вот вы советуете все-таки, конечно, национальный стиль, он не требует именно, как это сказать, по стилистике, по своей каких-то там неоновых расцветок, да, все-таки это ближе как-то к каким-то современным стилям. А если мы говорим о национальном стиле, и, кстати, если по этническим всяким вот посмотреть, да, этнический стиль, то всюду любой наряд, любого народа предпочтительнее краски те, которые нас окружают, да, это вот охра, там, цвет охры, да, цвет заката, красные какие-то, допустим. Вот здесь вот у вас хаппар, в данном случае вот тоже украшен вот такими бляшками, да, металлическими, бисер. И здесь используется у нас сукно такого вот ворсистый, да. Но цвет вот, даже не знаю, не могу сказать, это бордовый, красный или что-то. Темно-красный. Цвет крови. Цвет жизни. Да, цвет жизни, и вот солнце ведь, опять-таки у нас красное солнышко. Вот так у нас получилось. Вот у нас получилось. И это очень, посмотрите, быстро можно, ну, скажем, воткнуть вот эти вот бляшки. Так, потом мы здесь рисуем белым цветом, белым карандашом. Вот. То есть линию проводим. Линию проводим, да, вдоль вот этих бляшечек. Потом уже приступаем. Ну, я работаю с двумя нитками, с иголками. Выбираю более эти
ну, удобный для себя. Выбираю. Ну, для нанизывания бисера я подбираю иголку для бисера. Они тонкие. Так, я сперва вот черным цветом хочу сделать. Так, это стеклянные бусы черного цвета. Размер ну, 6. Чуть-чуть больше. Бисер это 6, да? А если Размер. помельче, например, взять и какой-то там, допустим, блестящий бисер, можно? Да, как бы конечно, допустимо это, можно, в да, принципе? можно. Ну, разные размеры можно использовать. Но в данном случае у нас бисер очень простой, он такой матовый. Вот с изнаночной стороны вот нитку я вот с иголкой. То есть вы набрали где-то примерно штучек 10, да? Ну, примерно бисеринок? вот набрала. И с изнаночной стороны вот тоже начинаю второй иголкой работать. Каждую бусинку А вы уже как бы пришиваете? пришиваю, да. Какая интересная техника. Каждую. Да. То есть можно ведь отдельно бисеринку каждую пришивать, да? А вы берете вначале, вот набираете такую вот дорожечку бисерную, а затем каждую бисеринку пришиваете Да, по к одному, нашей да. картонке. Чтобы аккуратно было. Примерно изготовление вот такой броши сколько по времени займет? По времени... Где-то в пределах часа, наверное, да? Нет, больше часа. Больше часа, ну вечер какой-то Да. один, да? Ну вообще такая медитативная такая вот работа, Да, она как-то сидишь и успокаивает, думаешь. наверное, да? О всем, о том, о всем. Мечтаешь. Так. А вот первые ваши работы, Лена Александровна, они были первые вот с чем связаны? Именно вы сразу хапар начали шить или же, ну, хапары, или же что-то вот, Ну, я... коврики, может быть, какие-то меня вот изготавливали? шитью научила моя мама. Я вот со школьных лет шью бисер, разные бисером работы шила. Ну, я вот потом, повзрослев, я закончила педагогическое, Намское педагогическое училище. Вот в это время я шила вот разные, ну, для себя, одежду, разные блузки, платья. Сама шила. Ну, потом постепенно уже перешла вот более вот таким традиционным шитью. У нас мастериц ведь много, да, в республике? Да, То много. есть каждый, в общем, мастером становится, конечно же, не вот в одночасье, правда ведь, да? Это, конечно же, такой вот опыт. Это надо, чтобы с детских лет девочке это нравилось, да, занятие. Ну и, конечно, приобщает вот к этому искусству, конечно же, прежде всего родные. Ну, в данном случае вот мама там или бабушка, у вас мама, да? У нас в детстве, вот, в школьные годы урока технологий не было. Мы сами там вязали, шили. То есть сами? Сами. У вас учителя не было или что? В Ну, чем учитель проблема-то был. была? Это Был. просто как-то удивительно, как это в Учитель. советской школе, вы наверняка советскую школу оканчивали. Да. Да, как это не было педагога. Урока там домоводство же было. Да, Нас учил... обязательно мы шили фартуки, Нет, мы не ночнушку, шили. по-моему, или что-то такое, юбку. Мы не шили. Мы рисовали или что. Ну, учителей не хватало, наверное. То есть всему практически вот этим вот премудростям вас научил не педагог, а мама. Мама, да. За это большое спасибо. Да, конечно. Ну а сейчас вы наверняка свое мастерство передаете своим Своим внукам, детям. Кто у вас шьет хорошо? Дочери? Дочери. Младшая дочка хорошо шьет. Ну это вообще навык, конечно, Вот нужен она ведь в стоит жизни, вот правда? в книжке. Какая красавица. Вот.
дочка, оказывается. Вот фотография с работами мамы. А может быть, сама дочка делала? Ну, она тоже шила, Да. Вот. помогала мне вечерами шить. Мгм. Так, вот первый слой уже мы уже Прошили. прошили, да. А вот черный цвет все-таки как-то не мрачноват ли вообще? Вот почему именно черный? Можно ведь брошку сделать и в других цветах, да? Правда ведь? Можно коричневый взять наверняка, можно бордовый какой-то, да? Ну и потом в зависимости от того, какой у вас наряд национальный, да? Ведь национальный наряд мы шьем как бы, ну у нас их не серия, конечно же, да? Один там какой-то, допустим, летний вариант, второй какой-то более такой на теплую такую, вернее на такую прохладную. Ну, более вот пору. зимние времена вот темные цвета одевали же, да? А в летние времена более светлые Ну да, тона, более, да. да. Цветовая гамма там уже более такая, Вот примерно которая так радует получилось. глаз разноцветием. А здесь вот темный, черный цвет. Ну а вообще наверняка черный цвет у якутов ассоциируется с землей. Да? Земля, да. Мгм. Но все равно жизнь ассоциируется с жизнью. Мгм, Всё с равно. плодородием. С плодородием. И вот этот узор, кстати говоря, вот эти вот бляшечки, да, их так много, ну, получается у нас их несколько штук, вот здесь вот и по центру, 7 штучек. Да. Они символизируют каждый наверняка все-таки солнце. Да? Вот. Наверняка это у всех народов присутствует, ну и у якутов у нас то же самое. Да? То есть какой-то круг – это символ жизни, продолжения рода. Да, продолжение рода. Ну, а вообще, кстати говоря, вот как бы издревле у якутов повелось, что больше предпочтительнее было вот серебро именно, да, в почете, чем золото, потому что серебро, оно обладает, ну, мы все знаем, целебными свойствами, вот, и, конечно же, в каждой семье старались, чтобы были изделия из серебра, то есть будь то украшения женские, например, или вот мужские, например, бляшка для пояса. Посуда да? тоже была, да? И посуда также. То есть обязательно присутствовало серебро. Пусть даже если в семье был небольшой достаток, все-таки каждая семья старалась обязательно обзавестись вот чем-то серебряным, потому что, во-первых, это охранительная функция у серебра. Да. Да? Вот такие бляшки же были раньше серебряные. Но сейчас это просто вот такие вот металлические, современные, да, и они больше стилизованы, но все-таки, когда мастерица думает, да, вкладывает свою энергетику вот в это изделие, ну, конечно же, вот эта охранительная функция, она как-то обретает силу. Придает силы. Второй слой у нас пошел уже вокруг вот нашего металла, уже бусинки, которые очень хорошо сочетаются именно вот с серебряным цветом, да, наших бляшек. Вот такие вот блестящие, но это уже не бисер, это уже бусинки. Это да? рондели называется. То есть Стеклянные. Стеклянные бусины. Стеклянные бусины. Граненые. То есть опять технология та же у вас. То есть Да, мы нанизываем дорожечку, да, а по потом одной шире. прошиваем каждую отдельно. Да. Так, на задней части. Вот, когда И получается, вы шьете действительно двумя иголочками, да? с двумя иголками. Так, нитка обязательно должна быть шелковой. Вот. Шелковая, она почему именно? Она хорошо скользит, да, в бисере? Ну, она хорошо крепкая. крепкая, да. Не рвется. Ну, в принципе, мы же брошь не собираемся как-то вот ее испытывать, да, на прочность. Но тем не менее, все равно, чтобы изделие было долговечным. Да, чтобы долговечно было. Конечно, лучше использовать шелковую нить.
Ну и в целом, вот что вы можете сказать о том, чтобы покупать, допустим, вернее, вот такой вот выбор, да, либо покупать готовые изделия, либо Лучше изготовить сами. своими руками. Лучше изготовить своими руками. Мгм. Я никогда не покупаю. То есть то, что производится у нас в промышленных там масштабах каких-то, да, то есть, Ну, они все одинаковые же, да? да. А вот то, что вы сами делаете, они идентичные, да? Мгм. То есть выполнены совершенно они оригинально, выполнены в единственном экземпляре. Экземпляре, да. И потом каждое изделие, даже пускай будет похоже одно и то же, как бы, да, но все равно каждое изделие, оно имеет, ну, можно сказать, часть вашей души вот в этом изделии. Но у вас очень такой сдержанный получается, такой, да, Ну, стиль. я люблю сдержанные цвета, оттенки. Ну, наверняка за все время, как вы начали заниматься вот этим вот изделиями, да, прикладного искусства, у вас наверняка очень-очень много изделий. Вот самые любимые, чем вы занимаетесь, что вам больше всего нравится изготавливать? Это либо одежда, может быть, вот хапары, сумочки или что? Ну, в последнее время я вот шью вот такие вот коврики маленькие, сумочки иногда шью на заказ. Ну и вот такие вот брошки тоже. Ага, ну вот таким вот образом. Теперь примерно, ну, дорогие друзья, мы поняли примерно каким образом, что у нас должно получиться в итоге. То есть мы, первый круг у нас как бы вот бисер поменьше, да, именно бисер. Потом идет второй слой, это у нас, как вы назвали? Рондели. Рондели называются. Это Ну, можно бусины, использовать тоже бисер. стеклянные, уже покрупнее. Да, уже Следующий покрупнее слой у нас будет. еще крупнее. Да, еще крупнее вот Вот, примерно вот так вот. такой. Ага, и последний слой. Последнее у нас будет вот самое большое у меня вот здесь вот, вот эти вот. Ну, их можно чередовать со светлым оттенком, как вот, или можно с черным вот. Чередование можно. И то есть в итоге и по краю вот здесь вот мы пришиваем вот таким вот образом. Так, а затем у нас получилась вот такая красота, да? Замечательная красота. И посмотрите, вот можно разных размеров. Да, ведь, разных размеров можно Если, сделать. ну, в зависимости от комплекции, да, человека и от наряда, опять-таки. То есть цветовая гамма может быть самая-самая разнообразная. Ну и вот такая красота у нас получилась. И вот здесь вот вкратце можете сказать, как? Это кожа? Ведь, Это кожа, да. Это а вот эта вот задняя. булавочка, они тоже готовые продаются? Готовые, да, они продаются. Она пришивается или приклеивается? Пришивается. Всё Вот пришивается. Дырочки есть. Вот такую вот вещь можете использовать, вот, применить в одежде в любом виде. Вот, будь черное платье, демисезонное пальто или вот шапочка можете там. Беретка. Да, беретка, для шубы тоже можете. Вот. Очень красиво, оригинально будет. Ну что ж, Лена Александровна, большое огромное спасибо вам за то, что вы согласились принять участие в нашей программе и поделились с нашими телезрителями своим мастерством. Желаем вам успехов дальнейших. Ну, а нашим телезрительницам желаем, ну, если кто вдохновится, то можно попробовать.